наказание легко дается. Каждый получает, рискует собственной жизнью. Символы доблести, отваги и верности. Сегодня в Ингушетии отметили День Героев Отечества. Без флага, без гимна и в нейтральном статусе Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Мы выбрали одного победителя, разместили на баннере этот рисунок, и он будет у нас висеть в городе. Сегодня, в День борьбы с коррупцией в Магасе, наградили победителей республиканского конкурса рисунков и сочинений «Молодежь против коррупции». Сейчас вот кардиологу анализы покажу. Все вроде бы нормально. Выявление заболеваний на ранней стадии. Всеобщая диспансеризация собрала жителей села Нестеровское. Расскажем о тех, кто не проигнорировал призыв врачей. От нашего региона выступят в 3 возрастных категориях. До 18 лет 2 человека, 1 человек до 23. Впереди первенство СКФО и России. Ингушские легкоатлеты готовятся к новым свершениям. О тренировках сюжет нашего корреспондента. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Их имена всегда будут жить в памяти людской, на подвиге, на устах у потомков. Сегодня День Героев Отечества. От георгиевских кавалеров, участников мировых войн до бойцов локальных конфликтов. Все они для нас герои, отдавшие самое ценное – жизнь ради Родины. Множество отважных сынов Ингушетии получали почетное звание Героя Советского Союза, а после – Героя России. Первым такую звезду посмертно получил летчик Суланбек Асканов. О нем и других ингушах, удостоенных высшего звания, ставших живой историей страны, ее честью и гордостью, расскажет наш корреспондент. Оценить и измерить их подвиг невозможно, а имена их навсегда вписаны в героическую летопись государства и нашей республики. За каждой золотой звездой Героев России и Советского Союза история и судьба человека. Первым высокого звания Героя Российской Федерации был удостоен генерал-майор авиации Суланбек Асканов. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Но годы, когда противники открыто воевали на поле боя, ушли в прошлое. Пришло время тех, кто, прикрываясь масками, стреляет в спину. От таких пуль 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубукар Костоев. У него остались жена и 5 детей. 15 пуль лишили жизни полковника ФСБ Алихана Калиматова, обстрелянного неизвестными. Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову было присвоено звание Героя России посмертно. Вся его жизнь была сплошным подвигом. Работа, сопряженная с опасностью. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Утром 27 августа 2013 года неподалеку от селения Нижние Очулки неизвестные обстреляли автомобиль, в котором секретарь Совбеза Республики ехал на работу. Он и его двоюродный брат Руслан погибли от полученных ранений на месте. Ахмед притворял в жизнь программу по возвращению к мирной жизни бывших участников НВФ. شيء أول السنة ورزناخ حيخر دغير تجأ حيخم بغير تجأ بشت تصدق ججأ أخي تجأ تعشت تتامش نسقورس دخنز خلر صغان از أيس يلا هم جو يعني خيط لورسون مصنع باو قاش ومصنع دخون يعني هز داخل دواس هز داخل شيء دقاش كريساوس شيء تنغلق شيء ديزل غلق إيش كده يحقق
7 августа 2009 года было омрачено неожиданным взрывом. Утром, когда больше 50 сотрудников милиции проходили на плацу инструктаж, ворота отдела неожиданно протаранила «Газель», груженная взрывчаткой. Капитан Руслан Нальгиев открыл огонь по автомобилю. В результате взрыва РОВД и соседнее жилое здание были разрушены. Более 20 человек погибли, около 250, в том числе 9 детей, были ранены. Погибших могло быть больше, но благодаря тому, что капитан Нальгиев выиграл время перестрелкой, его сослуживцы смогли рассредоточиться, укрыться и занять более выгодные позиции для обороны. 14 июня 2012 года звезда Руслана Нальгиева нашла своего героя. Среди погибших были мои друзья, мои коллеги, которым я верил, доверял, которым я мог пойти куда угодно, зная, что эти люди рядом со мной. Я чувствовал себя надежно, но на мгновение ока большая часть этих людей не стала. Сентябрь 2014 года. Сельское поселение Нестеровское. Обнаружив автомобиль, проходивший по ориентировкам, майор Абукар Костоев и его сослуживцы потребовали водителя выйти из машины, но раздался неожиданный взрыв. Друг Абукара Магомед Маршаули погиб на месте. Абукара тяжело ранило. С Маршаули Магомедом Саламовичем вышли с машины, начали подходить. Ну, вышли, значит, потребовали этого парня, который сидел в автомашине за рулем, чтобы он вышел из автомашины. Он из автомашины не вышел. Ну, раза 2-3 потребовали ему, чтобы он вышел. Он не стал выходить, после чего он его взорвал. Но после долгого лечения он встал на ноги, и в списке героев Ингушетии появилось еще одно имя. Но нашлось в этой череде и место подвигу ингушской женщины Марем Арабхановой. В 2002 году боевики вторглись в селение Галашки и принялись заниматься мародерством. Ворвались они и во двор Арабхановых. Хозяйка дома Марем выгоняла непрошенных гостей. На крики жены вышел ее муж Осман Арабханов. Боевики направили на него оружие, но Марем заслонила собой мужа и попала под автоматную очередь. Сотни героев, чьи имена вписаны в историю Отечества, оказались перед выбором жить или умереть. Но спасти других эти люди, не раздумывая, бросаются в огонь и воду. Верные потомки помнят и чтят своих героев. Зелимхан Калоев, Тамара Хашагульгова, Хава Султыгова. Новости 24. С Днем Героев Отечества жителей региона и страны поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «В этот день мы чествуем и с гордостью вспоминаем достойных сынов России, героев Отечества всех времен, среди которых есть наши земляки, внесшие огромный вклад в защиту, укрепление и развитие страны. Это герои Советского Союза и Российской Федерации, герои социалистического труда, подвиг каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во имя Родины, достояние нашей истории и основа сегодняшних успехов российского государства. Вечная память всем, кто геройски погиб при выполнении своего воинского долга и не дожил до сегодняшнего дня. Мы гордимся вашими славными свершениями, на которых воспитывается новое поколение защитников Отечества». Конец цитаты. Память о героях не подвластна времени. В честь сегодняшней праздничной даты во Дворце культуры Назрани прошел большой концерт. Зелимхан Калоев побывал на мероприятии. Мы помним героев России. День Героев Отечества во Дворце культуры отмечают с особым размахом. В этом зале сегодня звучат только патриотические композиции. На сцене выступают звезды ингушской эстрады. Строчки своих песен они посвящают самым отважным и мужественным землякам. В песне говорится о мужестве наших героев, наших ребят. И я считаю, что это очень значимое событие для молодежи, для подрастающего поколения, так как мы должны гордиться нашими героями, и нам есть на кого равняться. Поэтому всех поздравляю. В центре всеобщего внимания и виновник торжества. В первых рядах тот, чье имя вошло в историю Ингушетии и всей страны. Абубакар Костоев, звезду Героя России, получил за мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунжинского района. Звезда нелегко дается. Каждый
получают и рискуют собственной жизнью. Многие получают посмертно. По воле Всевышнего я ее получил живым. О них будут помнить, и на них будет равняться молодежь. Герои, ставшие примером не только для подрастающего поколения, но и для своих коллег, родных и близких. С приветственным словом к собравшимся обратились и высокие лица. Нам есть чем гордиться. У нас есть герои. У нас есть подрастающее поколение, которое знает свою историю. И сегодня мы пришли, чтобы поздравить их. Я представляю правительство Республики Ингушетия. От имени всего правительства, от имени всех министерств и ведомств, от имени всех государственных служащих я сердечно поздравляю наших славных героев. Желаю им прежде всего здоровья, успехов, счастья их близких, благополучия близких, родственников. Будьте счастливы. Нет на свете высшего подвига, чем отдать жизнь свою, положить живот свой за други своя. Вот это, наверное, характеристика говорит о том, что подвиг имеет нравственные глубокие корни. А где эти корни? Корни эти здесь, вот в этом зале, на улице, в наших домах. Это наши дедушки, бабушки, прадедушки, люди, которые вынесли тяжелейшие годы, но не сломившиеся. Они сумели воспитать в своих детях, в своих внуках, воспитать вот то, что называется героизмом. С нескрываемым интересом и гордо поднятой головой на своих героев смотрят и воспитанники Горского кадетского корпуса. Каждый из этих ребят непременно будущий защитник Отечества. Совершение подвига нужно упорство, никогда не отчаиваться. Нужно? Нужно мужество в том числе. Немыслимое мыслимо, невероятное вероятно. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Свое мужество и героизм ингуши доказывали на всех фронтах и во все времена. Поминают всех участников Дикой дивизии, Великой Отечественной войны. А в зале может быть сидеть человек, например, из селения Галашки. А Галашки, наверное, вы прекрасно, наверное, осознаете, или большая зрительская аудитория, летчика-истребителя Великой Отечественной войны Костоева Шервани Устархановича. И если он действительно, даже именно в воспоминаниях немецко-фашистской армии, именно летчиков, гроза тумана, одно выражение, это единственный был летчик, который именно при тумане видел стопроцентно, где проходит танковая дивизия немецко-фашистской армии. И он уничтожал, и он свою награду не он получил, потому что при испытании нового вида самолета он взорвался в воздухе уже после окончания Великой Отечественной войны. Но спустя 50 лет эту награду смогли получить родственники, а самое главное – его сын. Эти люди покруче, чем голливудские звезды. Их знают, их помнят, ими гордятся. Работники музея краеведения имени Тугана Мальсагова устроили для посетителей выставку. Их подвиг никогда не будет забыт, пока есть те, кто передает память о них из поколения в поколение. Возможно, со временем список героев Отечества из числа наших земляков вновь пополнится новыми именами. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. А теперь расскажем о том, как почтили память героев Отечества в городе воинской славы. Малгобек не остался в стороне. Там состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг. Микаил Тангиев расскажет подробнее. Гимн нашей республики открывает сегодняшнее мероприятие, посвященное великим героям Отечества и достойным сынам ингушского народа. Глава города Малгобек Муса Галаев выразил благодарность тем, чьи подвиги на полях сражений стали основой для светлого будущего на нашей земле. Сегодня, отмечая День Героя Отечества, я от всей души желаю, чтобы каждый, кто удостоен этого звания, нес его с честью и достоинством. Пусть на земле нашей всегда будет мир и спокойствие. Счастья всем и благополучия. Барклушан, я рясом.
Самое дорогое и священное, что передает одно поколение другому, это память о тех, чьи дела и подвиги умножали славу Отечества. Тархан Костоев одним из первых стал участником боевых действий в Афганистане. В декабре 1979-го он был переброшен в узбекский город Темрез для дальнейшего пересечения границы. 2 недели усиленной подготовки к сформированной здесь части, а дальше за речку. Так в свое время говорили об Афганистане, в котором уже была совсем другая жизнь. Жизнь, в которой каждый день был подчинен воинскому долгу перед Родиной и связан с риском для жизни. Отслужив за границей более 10 лет, настала пора возвращаться домой. Отслужили как положено. Гордился тем, что я ингуш, и всех призывал к этому. Сегодняшнее мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества. Организаторы уверены, что благодаря зримому воплощению мужества, подвига, героизма и самопожертвования удастся сохранить и передать будущим поколениям частицу истории, самое ценное, что есть у народов – память о земляках. Но не все ингушские герои смогли вернуться на родную землю. К примеру, рядовой Муса Эльдиев проявил героизм и мужество во время проведения боевой операции в районе населенного пункта Баглан. Действуя смело и решительно, ему удалось прицельным огнем подавить 2 огневые точки противника. Когда враг стал отступать, наш соотечественник вышел на фланг и открыл огонь, но погиб во время перестрелки. Сегодня родственники Мусы благодарят собравшихся за то, что хранят и чтят память о всех погибших солдатах. أغاري عداوق أخيتم بوب دال يوالو إلشان شيف مالول شافزن ديال فدي دهون إنترنت памятник да оза памятник да лахш варьякянки свошвеешь. Они погибли во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. И сегодня в честь воинов-интернационалистов открывают памятник, благодаря которому имена героев, павших и живых, навсегда станут олицетворением славы. Погляди на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан, поставив точку в войне, длившейся более 10 лет. История самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте завершилась, но при этом унесла жизни 14 тысяч советских граждан. Память всех тех, кто свято и до конца выполнили свой долг, не дожив до этого дня, почтили минутой молчания. На карте боевых действий не найти места, где бы не прослеживался след героизма ингушских воинов. Более 300 человек из Ингушетии в составе ограниченного контингента советских войск с честью выполняли свой военный долг в Афганистане. За время войны среди них не было зарегистрировано ни одного случая сдачи в плен или перехода на сторону противника. Живыми вернулись не все. 12 ингушей отдали свои жизни на полях сражений, но память об их подвиге всегда будет жить с народом. Михаил Тангиев, Джамалял Тамасханов, Новости 24. Имена героев Отечества и истории подвигов звучали сегодня и в 15-й школе Назрани. Память выдающихся личностей и защитников Родины школьники почтили в своих выступлениях. Инициатором ежегодного вечера памяти стал региональный Миннац. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Проявление величия человека, его духовной силы и благородства является истинным героизмом, а в героическом подвиге есть вера в посмертный смысл жизни. Ученики застывают, вглядываясь в портреты своих национальных героев. Их имена высечены золотыми буквами в истории малочисленного народа Ингушетии, а их подвиги вчера как результат мирного неба над головой сегодня. Чтобы они знали этих героев воочию, чтобы они знали героев земляков своих и в военное время, и в мирное время. Вот цель нашего мероприятия – преподнести детям вот это бесценное, слава наших героев, наших сынов всей России, в том числе и Ингушетии. Памятная дата, установленная в нашей стране в 2007 году, как День Героев Отечества, стала сегодня поводом вновь вспомнить по всей стране своих достойных сынов, герои имперской России, генералы, представляющие на историческом поле боя малочисленный ингушский народ, Бонахол Базоркин, Сафарбек Мальсагов, Сасламбек Бекпузаров, Тонт Укуров и другие. Среди награжденных за храбрость и отвагу 29 полных георгиевских кавалеров, этнических ингушей, имена которых выбиты на памятных плитах мемориала памяти и славы.
Несомненно, подвиги этих ингушских сынов до сих пор славят народ Ингушетии и являются собой огромный пример для подрастающего поколения, отметила Любовь Мальсагова. Я уверена, что в зале в нашем сидят будущие герои нашего Отечества, которые достойно продолжат путь своих отцов, дедов. Я желаю удачи вам, дорогие мои, чтобы вы всегда гордились за свою страну, за свою родину, за своих родителей. По словам Мадины Барахоевой, нельзя не отметить предстоящую роль подрастающего поколения в будущем нашей республики и страны в целом. Вот такое мероприятие для духовного, нравственного и патриотического воспитания этой молодежи, наших детишек. Поэтому в этом году и молодежное правительство изъявило желание в лице Ислама Балаева, который здесь присутствует. Они тоже предложение свое внесли, что хотели бы в этом году День Героев Отечества провести именно в рамках этой школы. Сценические образы юных артистов, песни и стихотворения в их исполнении словно мост между зрителями и героями как прошлых веков, так и нашего столетия, среди которых и упомянутый детьми полковник полиции Абубакар Костоев. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, точно так же, как и подполковнику Алихану Калиматову. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. И к другим новостям. Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях Олимпиад и чемпионатов мира. Вдобавок, наша страна лишена права подавать заявки на проведение спортивных состязаний мирового уровня. Наши спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх 2020 и 2022 годов. Шанс поехать на Олимпиаду, согласно решению ВАДА, у наших атлетов будет, но без флага, без гимна и в нейтральном статусе. И каждому из них надо будет отдельно доказывать, что они не имеют никакого отношения к допингу. Официальным же лицам Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны выход на игры запрещен. Тем не менее, у российской стороны есть еще 21 день, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны. Там и станет ясно, удастся ли вернуть российский флаг на Олимпиады. С пенсии россиян могут запретить взыскивать долги. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительство соответствующий документ. Отмечается, что первый документ предлагает запретить взимать задолженности со страховых выплат жителей страны. Во втором указывается, что при взыскании долгов зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Возмещение вреда работникам при несчастных случаях на производстве и при профессиональных заболеваниях. Семинар на эту тему прошел в региональной инспекции труда в Магасе. На встрече студентам Назрановского аграрного техникума разъяснили требования соответствующего федерального закона в части порядка предоставления пострадавшим страховых выплат. Подробности в материале Жаридат Халухоевой. Вопросы прав работников организаций и учреждений системы здравоохранения на безопасные условия труда были всегда актуальны, настолько, что производственный травматизм впору рассматривать как социальную проблему, требующую повышенного внимания. Так как от несчастного случая не застрахован никто, трудовому контингенту необходимо придерживаться основных определений и алгоритмов действий. Они должны в первую очередь способствовать качественному расследованию происшедшего с работником несчастного случая или профессионального заболевания. В первую очередь, если происходит на предприятии несчастный случай с тяжелым исходом, либо смертельным исходом, работодатель обязан сообщить по установленной форме извещения в Государственную инспекцию труда, Фонд социального страхования, в прокуратуру по месту происшествия, обязательно в профсоюзный орган и в местную администрацию о том, что у него в организации произошел несчастный случай, либо тяжелый, либо со смертельным исходом. Является он тяжелым или нет, это определят врачи. Сразу же направляется запрос в медицинское учреждение и формируется дальше комиссия. При таких обстоятельствах в силу вступает соответствующий федеральный закон об обязательном социальном страховании в части предоставления пострадавшему страховых выплат. Тут тоже, как объясняет лектор, есть свои нюансы и суммы компенсаций. Работодатель представляет Фонд социального страхования справку за 12 месяцев его заработной платы начислено. Имейте в виду, не та, которая к выплате, а начислена, то есть туда входит и налог подоходный.
сумма, естественно, будет чуть-чуть больше. За 12 месяцев, предшествующих несчастному случаю. Но бывает ситуация, когда работник в эти 12 месяцев был либо в отпуске, либо на больничном, либо брал отпуск без содержания, либо по уходу, но месяца не полные. Закон позволяет работнику заменить эти неполные месяцы полным месяцем из другого периода. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от несчастных случаев в настоящее время занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По статистике Международной организации труда, каждые 3 минуты в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в мире погибает 1 человек, а в каждую секунду 4 работающих травмируются. Нередко такие ситуации заканчиваются неисполнением работодателем своих обязанностей по трудовому законодательству. Чтобы оградить себя от таких последствий, первое, что необходимо сделать, устраиваясь на работу, заключить трудовой договор. Мы знаем, что бывают и смертельные случаи на производстве, тогда, где единственным там получается член семьи, который обеспечивает семью детей, остаются без соответствующих доходов. И в этом случае тоже государство обеспечивает оставшихся иждивенцев соответствующими гарантиями. И именно в этих целях, задумываясь об этом, нужно, чтобы отношения трудовые были именно основаны на законе в правовом поле. Расследование несчастных случаев, выплата компенсации и охрану труда. Эти вопросы в зале Государственной инспекции труда подняты не случайно. С текущего года в трудовом законодательстве произошел ряд изменений, в том числе в части возмещения вреда работникам при несчастных случаях на производстве. Этот семинар для студентов Назрановского аграрного техникума стал своего рода практикой, которая точно поможет им в будущем. Если есть практика, то легче усвоить материал по данной теме и лучше узнать их работу, как все работает, на чем все основано и так далее. Семинар для нас очень полезен, они учат нас, практикуют. Мы узнаем все новое, как работают эти организации, как нам работать в будущем. Впрочем, это не первый семинар-практикум студентов. Ребята систематически выезжают в различные организации для закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях. Жардат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня отмечают День борьбы с коррупцией. В администрации Магаса наградили победителей детского республиканского конкурса рисунков и сочинений на тему «Молодежь против коррупции». Почти все конкурсанты справились с поставленной задачей и показали в своих работах негативные последствия коррупции. А членам комиссии пришлось долго решать, чтобы определить лучших. Победители конкурса награждали почетными грамотами администрации города Магас и прокуратуры Ингушетии. Вручили памятные подарки. Все работы у них очень хорошие, сочинения прям написали хорошо все дети, и рисунки, как вы видите, очень хорошие. И мы выбрали одного победителя, разместили на баннер этот рисунок, и он будет у нас висеть в городе. Более коррумпированная страна, она более бедная. На основании мы взяли некоторые картины, найденные из какого-то интернет-источника, а потом как-то под себя их переделали. Ну, свое что-то добавили. Нашли вот цитату, под нее еще изображение, и вот получился такой вот плакат. Все на диспансеризацию, призыв на который полезно откликнуться. Согласно опыту и практике, диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии. Возможность бесплатного обследования не упустили жители Нестеровского. В сельской администрации амбулатории пациентов принимали специалисты из Сунжинской больницы и местные врачи. Тамара Хашигульгова продолжит тему. Диета, соблюдайте диету. Хорошо? Хорошо. Вашим сердцем принимайте таблетки. Лейла Бокова теперь на профосмотрах гость постоянный. В прошлом году врачи выявили у нее сахарный диабет. С тех пор она дала себе строгое обещание – не игнорировать собственное здоровье. Сахар проверить, давление проверить. И так я дома редко проверяю. ОСА им проверила, все нормально. Впрочем, нашлось на диспансеризации немало тех, кто проходит профосмотры впервые. При этом, чтобы обследоваться, совсем не обязательно ждать ухудшения состояния здоровья. Ведь многие серьезные заболевания, включая онкологию, вначале часто протекают бессимптомно. Лучше пройти, мне кажется, за эту жизнь, как говорится, предотвратить болезнь, чем, как говорится. Сейчас вот кардиологу анализы покажу, все вроде бы нормально.
зрение чуть-чуть, говорят, очки надо, ну, там, чтобы читать. Диспансеризацию обязаны проходить все, при том, что это совершенно бесплатно и очень удобно. Все необходимые специалисты приезжают к пациентам в амбулатории. Диспансеризация у нас проводится и силами наших медработников. Ежедневно эта работа у нас плановая. У нас выбирается контингент, который подлежит, и регулярно, ежедневно участковыми терапевтами эта работа проводится. Ну а сегодня у нас выезд с участием районных специалистов. Профилактические осмотры проводятся в 2 этапа. Сначала пациентам измеряют рост, вес, давление, делают флюорографию, чтобы составить общую картину. Первый этап, он предусматривает выявление этих факторов риска. В последующем, согласно этим факторам риска, мы уже выстраиваем дальнейшую свою тактику. Мы их, естественно, направляем необходимым специалистам. После этого пациентов направляют уже к специалистам узкого профиля, где их консультируют более углубленно, а также проводят дополнительную диагностику. Никаких препятствий для проведения диспансеризации и профосмотров нет. Любой человек может свободно прийти в поликлинику или амбулаторию, к которой он прикреплен, чтобы обследоваться. Главное при себе иметь медполис и паспорт. В рамках диспансеризации всегда происходит визометрия, то есть это определение остроты зрения и ВГД. То есть давление мы измеряем, это от 39 и старше. Обязательно всем измеряем. Если у нас такой бесконтактный тонометр, если есть какие-то погрешности, надо обследование, мы вызываем всех в поликлинику. Практика показывает, диспансеризация действительно предотвращает риск развития серьезных заболеваний. Речь идет о болезнях сердца, желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваниях. Поэтому так важно проходить осмотр, не откладывая свое здоровье в дальний ящик. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24. Ингушетия в числе лидеров по отсутствию у жителей вредных привычек. В 5 вошли регионы Северного Кавказа. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. Во многом на рейтинг повлияло и ведение здорового образа жизни населением региона и занятия спортом. В завершении выпуска расскажем, как ингушские легкоатлеты готовятся к новым свершениям. В январе им предстоит участие в чемпионате страны в Волгограде, а прежде необходимо пройти отбор на окружном первенстве. О физической подготовке и настрое нашей команды сюжет Хади Добриевой. Легкая атлетика по праву считается началом всех видов спорта. Желающих заниматься ею предостаточно. Один из них – Рашид Манкиев, профессионально занимающийся бегом последние 5 лет. Для Рашида выступать на чемпионате и первенстве СКФО не впервой. В прошлом году он занял 1-е место, закрепив личный рекорд – 60 метров за 7,13 секунды. Тренируемся каждый день, кроме воскресенья. Каждый день. Иногда по 2 тренировки. Готовимся усердно, там, выносливость, скоростная выносливость, общая выносливость. Там, на силу работаем, на взрывную силу и так далее. От себя ожидаю закрепить предыдущий свой результат. Надеюсь, предварительно в забеге показать свой предыдущий результат, который я показал в финале. В прошлом году, а в финале уже показать результат получше. Джанису Мархиеву в легкую атлетику привели родителей. Ей так понравилось, что она решила посвятить этому спорту все свое время. Когда я начала заниматься, мне было очень трудно, но потом это вошло в мою привычку. Если я пропущу хотя бы один день, то у меня начинало падать настроение, и я чувствовала себя как не в своей тарелке. Ингушская команда регулярно выезжает на соревнования подобного типа. На прошлом первенстве они привезли 2 первых и 2 вторых места в забеге на 60 и 200 метров. Старший тренер по легкой атлетике со своими подопечными уверена, на минувшем чемпионате они показали хороший уровень подготовки. Есть у наших ребят перспектива, то есть за счет тех соревнований, на которых мы выступаем, они показывают, доказывают, что из года в год они улучшают свои результаты. И на сегодняшний день у нас 3 кандидата мастера спорта. Наверное, это уже говорит о том, что мы не стоим на месте и двигаемся.
Легкая атлетика считается самым популярным видом спорта. Народ Афин еще до нашей эры в первую очередь бег включили в Олимпийские игры. Этот спорт, который не умрет на протяжении столетий. Эффективный, простой по структуре, и чтобы им заниматься не обязательно быть профессионалом. Но на тренировочной площадке собрались мастера своего дела. Через пару месяцев они будут представлять нашу республику на соревнованиях в Волгограде. От нашего региона выступят в 3 возрастных категориях. До 18 лет 2 человека, 1 человек до 23 и 3 человека возрастной категории мужчин. Ребята будут выступать на дистанциях 60 метров, 200 метров и 400 метров. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к предстоящему событию, не жалея ни сил, ни времени. Первенство СКФО – это отборочный турнир к всероссийским соревнованиям. И нацелены ребята на призовые места в главном событии следующего года. Хадя Добреева, Адам Гулоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.